Сегодня глава республики Юнусбек Евкуров принял участие в заседании Госсовета и комиссии при президенте России по мониторингу достижений целевых показателей социально-экономического развития страны. Владимир Путин отметил, что за прошедшие годы удалось придать динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных и значимых для граждан сферах. На обсуждение были вынесены 3 блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья. С докладами по каждому блоку выступили профильные министры и главы регионов. За последние годы, за прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. Хотел бы отметить и работу руководителей регионов, их управленческих команд. В субъектах федерации, где грамотно и ответственно подошли к делу, сконцентрировали ресурсы и усилия на решении проблем граждан, несмотря на все сложности, удалось получить действительно серьезные, заметные результаты. Подчеркну, достигнутые успехи должны стать основой для движения вперед. Только так можно ответить на запросы людей. Они сегодня уже ориентируются на самые высокие мировые стандарты, а это значит, что нам предстоит решать все более сложные задачи. Еще один вопрос нашей повестки дня очень серьезный, масштабный, очень важный для миллионов наших граждан. Это ликвидация аварийного жилья. Мы поставили перед собой очень сложную цель: до сентября 2017 года предоставить новое комфортное жилье более 700 тысячам наших граждан. Подавляющее большинство субъектов федерации выполняют поставленные задачи. 14 регионов уже завершили реализацию программ переселения тех домов, которые признаны аварийными на 1 января 2012 года. 2 субъекта, это Республика Ингушетия и Калининградская область, еще в 2015 году. Это по-настоящему сложная работа, потребовавшая концентрации и неусыпного контроля. Тем регионам, которые досрочно еще в 2015 году завершили объем работы, это Ингушетия и Калининградская область, решением председателя правительства Российской Федерации было выделено уже дополнительное финансирование.